В Ингушетии дан старт процедуре предварительного голосования «Единой России». Об этом сообщил руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии Беслан Мартазанов. В преддверии думской кампании предварительное голосование является центральным политическим событием предвыборного периода. Обеспечение прозрачности процедуры будет одной из основных задач на предстоящих выборах. Муниципалитеты, где численность избирателей составляет свыше 10 тысяч избирателей, обязаны проводить предварительное голосование по первой модели. Это та модель, о которой я только что говорил, это аналог выборов, когда житель этого муниципалитета имеет право прийти и проголосовать за понравившегося кандидата в единый день голосования. В нашем случае это все наши города и сельское поселение Экажево Назранского района. Город Магаз, численность избирателей составляет менее 10 тысяч избирателей, но по положению, утвержденному Генсоветом, административные центры тоже обязаны проводить предварительное голосование по первой модели. Согласно решению Президиума Генерального совета партии, единый день предварительного голосования пройдет 26 мая по всей стране. Процедура праймериз не является новой для региональной партии, но кампания этого года позволяет говорить о качественных сдвигах в организации этого политического процесса. Прием документов будет осуществляться до 30 апреля. Площадки, так называемые площадки встреч кандидатов начнутся со 2 мая по 25 мая включительно. Они будут проводиться у нас на муниципальных образованиях. Ну и, конечно же, кандидат, уже зарегистрированный кандидат в предварительное голосование, имеет право до момента проведения площадок проводить свою агитационную работу среди населения. Говорили на встрече и о графике приема граждан депутатами Народного собрания республики в общественной приемной председателя правительства России Дмитрия Медведева. Как сообщил Мустафа Цуров, за 2018 год в приемную поступило свыше 2000 обращений. Из них 62% обращений – это устные рекомендации, устные разъяснения. 17% вопросов мы решили положительно, остальные все находятся на стадии решения. Сколько вопросов решили? 17%. Вопросы в основном это трудоустройство, земельный вопрос и оказание материальной помощи. К сожалению, муниципальное образование не обладает такими ресурсами, чтобы решить все вопросы граждан. Но, как правило, через какие-то региональные и федеральные программы мы рекомендуем, стараемся помочь с подготовкой документов. Выслушав доклад, депутат Государственной Думы Юша Газгиреев отметил низкий показатель исполнения принятых обращений. Он подчеркнул, что необходимо придать деятельности общественной приемной должный статус. Прием граждан необходимо вести в присутствии представителей администрации, исполнительной власти и администрации главы региона. Из тех обращений, которые поступали ко мне как депутату, я не могу назвать даже и 10%, что исполнено. То, что я лично своими возможностями, из своих там, материальных возможностей решаю, это решается. Остальное ничего не решается. С таким подходом, конечно, мы уважение граждан, жителей республики никогда не заслужим. Это не умеет. Здесь же состоялся президиум регионального политического совета «Единая Россия». На заседании было принято решение о создании регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования. Традиционно в состав войдут представители общественных организаций, молодежи, средств массовой информации и другие. Формирование Ингушского регионального совета сторонников партии также стало одной из тем. В целом члены партии готовы к проведению предварительного голосования, чтобы список, уже окончательный список депутатов, кандидатов в депутаты органов местного управления попали люди достойные и работоспособные, участники предварительного голосования, праймериз, будущие депутаты уже органов местного самоуправления понимали свою ответственность, и что они будут работать не за деньги, они будут работать для того, чтобы их село, их населенный пункт процветал, чтобы он с каждым днем становился краше, и вопросы местного значения поднимали, доносили в целом и до органов государственной власти.
Завершилось первое заседание регионального отделения партии «Единая Россия» на приятной ноте. Зелимхан Невлоев поздравил всех с 25-летием со дня проведения референдума за принятие Конституции Ингушетии. Председатель правительства отметил существенное развитие региона за этот период, а также выразил надежду на такую же динамику социально-экономического роста. Жарадат Хулухоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.